Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. По официальным данным Росстата, болезни системы кровообращения занимают первое место в структуре населения в Российской Федерации. Начиная с 1990 года эти болезни также являются основной причиной смертности и инвалидизации населения Якутии. Региональный сосудистый центр Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи занял третье место среди лучших региональных сосудистых центров. Об этом было объявлено во время первого Российского неврологического конгресса. О работе сосудистого центра нам расскажет гость в студии Иван Иванов, главный врач Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Иван Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и прежде всего поздравляем вас с этим большим достижением. Расскажите о работе сосудистого центра, какие отделения входят в его состав и с какими диагнозами к вам попадают больные. Ну, региональный сосудистый центр, надо понимать, что в Республике Саха-Якутия создан целый кластер медицинских организаций и отделений, пилюще-сосудистых отделений, региональных сосудистых центров, их два у нас на территории города Якутска с недавних пор, для того, чтобы приблизить данный вид оказания медицинской помощи пациенту, учитывая масштабность, труднодоступность, отдаленность наших населенных пунктов и распространенность, как вот вы сами сказали, распространенность данного вида заболеваний и патологии. Вот у нас на базе Центра экстренной медицинской помощи функционирует внутри регионального сосудистого центра это отделение нарушений мозгового кровообращения. Это больные в основной части это инсульты, геморрагические и ишемические инсульты, реанимация для данной категории пациентов и отделение неотложной кардиологии с палатой интенсивной терапии, то есть с реанимацией. Вот. Помимо прочего, региональные сосудистые центры по всей России создаются на базе многопрофильных учреждений, то есть нельзя создать, где попало его. Вот. Ну, не зря первоначально была выбрана вторая республиканская больница, потому что именно на базе этого учреждения существует экстренная нейрохирургия, потому что она участвует в оказании медицинской помощи. Существует отделение рентгенхирургических методов лечения, это наши рентгенхирурги, отделение ОРХ-МДЛ, а также диагностическая служба, это МРТ, КТ, лабораторная служба и так далее. То есть все вот эти структуры, и помимо прочего у нас еще и медицинская реабилитация заработала, они работают вот для оказания медицинской помощи данной категории больных. Вот только вот в этом случае можно создать и говорить о создании регионального сосудистого центра. Вот в таком виде он у нас в Центре экстренной медицинской помощи уже на протяжении 14 лет, 13 лет существует и работает успешно. И продолжая разговор о самом центре, в любой медицинской отрасли ключевую роль успешности его деятельности определяет современное оснащение необходимым оборудованием. Как бы вы могли оценить уровень оснащенности отделений вашего центра и насколько оперативно и своевременно происходит пополнение оборудования? Ну, тут тоже надо оттолкнуться, наверное, от названия учреждения Центр экстренной медицинской помощи. Мы не плановая медицинская организация, хотя плановую помощь мы оказываем. Это все-таки Центр экстренной помощи, он работает 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году. И если посмотреть, вот с 16 тысяч госпитализаций в год, которые проходят через наше учреждение, 75% это экстренные больные. То есть больные, которые поступили к нам либо в неотложной форме, либо в экстренной форме. И 25% падает всего на плановую медицинскую помощь, что в основной части это ортопедия, то есть такие виды оказания медицинской помощи, которые базируются на базе нашего учреждения. Соответственно, напряженность работы учреждения, обширность реанимационных отделений. У нас 4 реанимационных отделения. Это общая реанимация, 2 реанимации в региональном сосудистом центре, у нас ожоговый центр, у нас травм-центр базируется. То есть вот этот наплыв тяжелых пациентов, такая многопрофильность, оказание медицинской помощи, круглосуточность, она накладывает определенный отпечаток на оборудование. То есть ресурс оборудования, его амортизация, скажем так, она проходит наиболее интенсивно в нашем учреждении, нежели чем в какой-то плановой больнице, скажем так. Потому что тот же рентген-аппарат, если взять, в пример, вот, ну, не знаю, там, или КТ, они у нас не выключаются. То есть их как включили при запуске и выключились, когда он там сломался или проводит какое-то диагностическое мероприятие. Это касается всего оборудования, лабораторного, хирургического оборудования какого-то, диагностического и так далее. Соответственно, ресурс этого оборудования, он наиболее интенсивно расходуется, его приходится поддерживать, ремонтировать, содержать и так далее. В этом отношении, да, есть федеральные программы. Мы вот, если недавнее прошлое заглянуть, вот в части регионального сосудистого центра мы участвовали в федеральной программе по переоснащению, счет которой в 2019 году мы закупили и установили новый ангиограф, с помощью которого оказываем медицинскую помощь. Помимо прочего, за счет средств республики по
указанию главы Александра Сергеевича Николаева нам купили компьютерный томограф 128 срезов, вот я об этом ранее говорил, он установлен в приемном отделении, то есть все больные поступающие, они идут там не на рентген или куда-то еще, они едут сразу на компьютерный томограф. И исключаются повторные диагностические мероприятия различные и так далее. Помимо прочего, в этом году вот мы уже закончили оснащение отделения медицинской реабилитации для больных с нарушением опорно-двигательной системы. Там порядка 76 миллионов рублей было затрачено на приобретение нового, современного реабилитационного оборудования для пациентов. Сейчас у нас как бы вот полный комплект этого оборудования. И те пациенты, которые получают у нас протезирование или какие-то переломы нижней конечности, они у нас для того, чтобы увеличить интенсивность, качество оказания медицинской помощи, переводятся вот это вновь созданное отделение медицинской реабилитации с этим вот новым приобретенным оборудованием. Ну и основной вклад уже на протяжении вот 2 лет, опять же, вот благодаря Александру Сергеевичу Николаеву, правительству, Министерству здравоохранения, у нас работает программа перевооружения республиканской больницы номер 2, и уже на 250 миллионов оборудование закуплено. Мы начали закупать его в прошлом году, продолжили в этом году, и сейчас уже проводится аукционное мероприятие на 100 миллионов для дальнейшего приобретения оборудования. То есть вот на 250 миллионов буквально за год-полтора мы дооснастились. Как меняются методы оперативного вмешательства в вашем сосудистом центре за последние годы? Благодаря вот новому ангиографу, сейчас у нас их 2, у нас как бы вот старый ангиограф, который остался, он рабочий, есть новый ангиограф. Мы, если говорить конкретно о больных регионального сосудистого центра, там целый перечень у нас нововведений. Нашими рентгенхирургами внедрены это операции при артериовенозных мальформациях, это при тромбоэкстракции внутренней сонной артерии, это клипирование, установка потока перенаправляющих стентов при многокамерных аневризмах и так далее, и так далее. Таких пациентов немного. Я не скажу, что их повальное количество, но эти пациенты, к сожалению, есть. И раньше их приходилось направлять где-то в город Москву, в какие-то федеральные центры и так далее. Как правило, они поступают нам в экстренной форме, то есть времени у нас на это ограниченное количество. Поэтому вот благодаря нашим рентгенхирургам вот эти новые методы оказания медицинской помощи у нас уже внедрились и уже начали работать. Если говорить не только о региональном сосудистом центре, а о сосудистых операциях в целом, вот по нашему учреждению, это вот у нас широкое прямо применение уже получило, это тромбоэкстракция при тромбозах артерий и вен нижней конечности. Больных с сахарным диабетом много, как правило, это категория пациентов, они поступают к нам, когда уже сосуды затромбированы, когда уже кровоснабжение нарушено в нижних конечностях. Как правило, это претенденты на ампутацию, на ту или иную. Все они у нас, если есть такая возможность, проходят исследования сосудов, проводится вот эта процедура тромбоэкстракции, и пациент, по сути, абсолютно здоровый в этом отношении, выходит и дальше живет. То есть риски ампутации, они нивелируются. Сейчас мы внедряем уже, закупаем расходные материалы для того, чтобы удалять тромбы с вен нижней конечности. Помимо прочего, мы накладываем печеночные анастомозы. Вот у нас 5 пациентов прошло. Но операция такая достаточно большая в своем моменте. Но в следующем году мы хотим расширить количество операций. Это операции при циррозах печени. Тогда, когда цирроз печени приводит к тому, что человек начинает страдать или погибает, или попадает к нам с пищеводным кровотечением. В данной ситуации кровь сбрасывается, и риск этот он просто нивелируется и уходит. То есть понятно, что мы цирроз печени не побеждаем таким способом, но, по крайней мере, дарим человеку нормальную, достойную жизнь на 5, 10, 15 лет и так далее. То есть качество жизни значительно повышается. Ну и еще некоторые виды оказания медицинской помощи в части сосудов конкретно. То есть здесь на месте не стоим, и вот это почетное 3-е место на Всероссийском конгрессе, я хочу на этом месте остановиться. 168 медицинских организаций участвовало в Всей России. И мы заняли 3-е место. Понятно, 1-е место Екатеринбург занял. Они у нас законодатели моды, скажем так. И проиграть им было почетно. 2-е место занял ПСО Ленинградской области. Ну и мы, Якутия, откуда-то далеко, как обычно думают, заняли 3-е место. Это в этом случае рассматривают показатели и смертности, и наши, как мы работаем. То есть у нас там множество показателей: дверь, баллон, дверь, игла и так далее. То есть выполнение вот этих всех мероприятий, которые направлены на снижение инвалидизации, снижение смертности данной категории пациентов, очень высоко, я считаю, оценили на этом Всероссийском конгрессе.
Буквально на днях впервые провели операцию экстренно доставленной санитарной авиацией пациентки из района при помощи микроскопа нового поколения. Кто сделал операцию, как она прошла и каковы прогнозы для больной? Вот этот микроскоп, у нас он был ранее микроскоп, но старого поколения уже, ему там уже лет 10 или 12 микроскоп. Сейчас, конечно же, технологии очень быстро идут вперед, даже за ним где-то не успеваешь. Мы приобрели по республиканской программе. Это очень хороший микроскоп, который позволяет даже визуализировать наполнение сосудов интероперационно, то есть видеть, какой сосуд наполняется, какой не наполняется, видеть границы каких-то опухолей и так далее. То есть там у него очень много функций, которые помогают хирургу проводить операцию ему более точно, более претензионно, то есть четко. Мы его только-только ввели, эта пациентка у нас была с разорвавшейся аневризмой, это пациентка регионального сосудистого центра. Вот. Операция прошла успешно, пациентка, у нее обычное послеоперационное течение сейчас идет. Ну и, конечно, этот микроскоп у нас очень, не только при данных видах оказания медицинской помощи, это и онкологические заболевания различные, это аневризмы, это сосудистые повреждения и так далее, и так далее. Это операции на спинном мозге, не только на головном, которые значительно облегчают работу и многократно качественно улучшают ее. Вот именно операцию для нейрохирургов. Там у нас материи тонкие, вот, и поэтому приобретение такого современного, а это очень хороший микроскоп, вот, оно, конечно, значительно повысит качество оказания медицинской помощи. Ну и, конечно, удобство нашим нейрохирургам в работе, но не переоценить его. Иван Сергеевич, учитывая достигнутые результаты вашего центра, какие задачи вы ставите как главный врач перед сосудистым центром? Проще говоря, какие планы на будущее? Продолжать оказывать медицинскую помощь, стремиться к улучшению качества оказания медицинской помощи, своевременности, быстроте и так далее. Эта работа, она не прекращается никогда, потому что вот вроде бы все уже сделали и стремиться уже не к чему. Да? Но вот в этом году, например, мы внедрили теле-ТЛТ. Это тот способ оказания медицинской помощи при ишемических инсультах в районах. То есть там у нас сейчас во многих районах появляются компьютерные томографы, их уже в значительном количестве районов появились они. И они дистанционно принимают решения при помощи наших специалистов о проведении манипуляций с целью лизирования этих тромбов и так далее. То есть постоянные какие-то нововведения, улучшения. Будем работать дальше, стремиться оказывать медицинскую помощь еще более качественно. Что ж, Иван Сергеевич, спасибо вам за столь интересную беседу. Пожелаем сосудистому центру и больницу в целом дальнейших успехов. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.